Сегодня в стране отмечают День печати. Именно 13 января, более 300 лет назад, вышла первая газета. В Северной Осетии в конце 19 века появилось издание «Терские ведомости», а в начале 20-го в свет вышла первая газета на осетинском языке. Как в современном мире живут старейшие издания, узнавал Георгий Дзапаров. Первый тираж газеты «Жизнь правобережья» вышел в феврале 1933 года. Тогда, почти 90 лет назад, редакция выглядела совсем иначе. Корреспонденты писали статьи на громоздких и шумных печатных машинках. Не было компьютеров, интернета и прочих современных технологий. Настоящая классика журналистики. За без малого вековую историю издание 2 раза меняло название, но неизменным всегда оставался принцип – доносить правду до жителей района. Пишем как о политике, которая... Людям интересно, что происходит у нас сегодня в сфере политики. Также у нас темы абсолютно разнообразные. Есть место как серьезным материалам, так и лирическим отступлениям. Мы в основном стараемся делать газету такой, какой ее хочет увидеть простой читатель. Даже во время Великой Отечественной газета не переставала выходить, а в 90-х «Жизнь правобережья», первая из районных газет, перешла на 8-полосный цветной формат. Сейчас свежий номер выходит 3 раза в неделю, тираж почти 4000 экземпляров. У газеты есть сайт, аккаунты в соцсетях и самое важное – преданные читатели. Газету любят почти весь район. Многие. Я, например, посылаю один экземпляр всегда нашей бывшей соседке, которая проживает в Беларуси. Люблю я эту газету. Осетинские газеты печатаются уже 2 век. Владикавказ всегда был крупным журналистским центром на Кавказе. Еще до революции в городе выходило больше 100 изданий, из них 11 на осетинском языке. Например, газета «Рожденат», которой до векового юбилея осталось 2 года. Сейчас у нас идет смена поколений. Старшее поколение уходит на заслуженный отдых, вместо них приходят новые сотрудники. И благодаря тому, что у нас в коллективе сплав молодости и мудрости, я думаю, что вот это состояние позволит нашим молодым коллегам органично влиться в наш коллектив. В этом году 85-летний юбилей отметит и детский журнал «Нокзау». Впервые его напечатали еще в 1937-м. Кстати, оригинал того выпуска до сих пор хранят в Музее осетинской литературы. Сегодня «Нокзау» самый популярный журнал в республике, а почти весь выпуск состоит из стихотворений самих читателей. А еще на страницах можно узнать о нашей культуре и традициях. Сегодня журнал «Нокзау» – это площадка для молодых людей, будущих, я надеюсь, литераторов. Так как журнал «Нокзау» – это единственный детский журнал Северной и Южной Осетии, основной акцент мы делаем на национальную культуру. Поэтому здесь вот весь материал, который у нас есть, так или иначе связан с Осетией. Конкурировать с социальными сетями сложно, но председатель профильного комитета уверен, за будущее российской печати волноваться не стоит. Говорили, что с приходом кино умрет театр. Нет. С приходом интернета газеты и журналы не умрут. Они просто приобретут другие формы, более современные. В 2021 году всем республиканским газетам и журналам были созданы мини-телевизионные студии. И они записывают подкасты, приглашают известных людей, то есть они выходят в социальные сети, потому что это надо идти нам в ногу со временем. Печатные издания – корифеи отечественной журналистики. Они начали писать историю. Уже потом появились радио, телевидение, интернет. Но благодаря любви и преданности к своей профессии печатные СМИ сумели удержать читателя. Георгий Дзапаров, Алан Суанов, Новости Осетии.